23 metų sausio visai pradžiai lygiai tą patį, ką Lenkai padarė, mes padarėm su Klaipėdos kraštu. Mes nusiuntėm persirengusią kariuomenę ir užėmėm Klaipėdos kraštą, kurį tuo metu valdė prancūzai. Taip. Nes tokie buvo šalių nugalėtojų sprendimai. Po 2 savaičių mes suderinom, kad šalis nugalėtojas pritarė, kad čia tiek to tegul būna jau Lietuva. Lenkai. Svarbus momentas buvo, Galvanauskas prieš tai važiavo, 2 vizitus darės, Lietuvos atstovas į Berlyną ir į Maskvą. Taip, kaip čia, kad pritartų, bet pradžiai mes užėmėm. С оружием в руках отстоял свою независимость. И Абхазия с Южной Осетией отделились от Грузии тоже с оружием в руках. И Приднестровье отделилась от Молдавии с оружием в руках. А Чечня без оружия пыталась отделиться? Нет, стоп. Я вам просто пока, мы не говорим про Чечню, я вам просто объясняю, как выбирается, скажем так, правильная середина между 2 противоречивыми концепциями. Повторюсь, вот эти концепции, что нации имеют право на самоопределение с одной стороны, а суверенное государство имеет право на свой суверенитет с другой стороны. Вот эти 2 концепции, они противоречат друг другу в корне. Вот. И вот для того, чтобы найти, скажем, какое-то решение, чтобы не противоречило сделать, то на практике вот идет так. Что если это по-мирному пытаются отделиться, таких, значит, нужно просто полицейскими дубинами загнать обратно в стойло. Вот. А если это люди уважаемые, которые готовы взять в руки оружие и рискнуть своей жизнью, к таким можно отнестись с пониманием. То есть, если такие долго продержатся, почему бы и не признать их суверенитет. То есть, чеченцы, конечно же, они взяли в руки оружие, то есть, они по понятиям попытались отделиться от России. Но там есть нюансы. То есть... Dabar retorinis klausimas. Jeigu Lenkija ims ir pasakys, o Vilnius vis tik yra mūsų, ir tai Ribbentropo-Molotovo pakto pasekoje, mūsų teritorijos, vakarų Ukraina, vakarų Baltarusija ir Vilniaus kraštas, šito pasekoje mūsų teritorijos buvo atimtos ir atiduotos kažkam kitam. Taip. Mes turim turėti tokią pačią teisę norėti, kad panaikinti Ribbentropo-Molotovo pakto pasekmes. Ir tam tikrų požiūrių šituo žiūrint, iš lietuvių požiūrio tai Vilnius nebejotinai Lietuvos sostinė, o iš Lenkų požiūrio jie irgi turi argumentų. Ir kaip tada mes karinė jėga galėtume atsilaikyti prieš Lenkiją, kuri planuoja būti stipriausia karinė jėga Europoje, stipresnė negu Vokietija, negu Prancūzija. Aš manau, kad jau dabar jau net pralenkė. Lenkai, kurie prašosi iš Amerikos, bet dabar jau nebegaus, reikia tikėtis atominio ginklo. Bet užtat Prancūzija pasiruošusi savo atominį ginklą padalinti. Tai nuo beprotybės, aš Europos masteliu kalbant, nuo beprotybės apsisaugoti, nelabai galima. Tai tada klausimas, kas gintų Lietuvą? Авторитету. Будь то человек, учреждение или свод правил, власть может заставить даже самых праведных из вас совершать бесчеловечные поступки. Давайте вернемся ко второму эксперименту Милгрэма. Его участники, как всегда, не были изначально злыми. Они просто выполняли приказы, веря, что вносят вклад в общее благо. Это повиновение авторитету началось не с эксперимента Милгрэма, и уж точно на нем не закончилось. Достаточно взглянуть на массовую бойню в Джонстауне, чтобы убедиться в этом. Джим Джонс, харизматичный лидер, который изначально выступал за утопические идеалы, постепенно превратился в тирана. Его последователи этого не ожидали. Они доверяли ему, повиновались ему, даже когда он раздавал им чашки с напитком, приправленным цианидом. В тот день погибло более 900 человек, и не потому, что они были злыми, а потому, что они были послушными. Вот тебе вопрос. Сколько раз ты повиновался приказу не потому, что это было правильно, а потому, что это было проще всего? Как часто вы подвергаете сомнению авторитеты в своей жизни? Или же вы просто предполагаете, что они должны знать лучше, что они правы по умолчанию?
Может быть, пришло время начать задавать эти неудобные вопросы, прежде чем вы окажетесь по колено в зыбучих песках морали. Но ведь дело не только во власти, не так ли? Ведь на пути ко злу есть еще один коварный спутник. И это потеря личной ответственности. Представь себе такой сценарий. Ты участвуешь в эксперименте Милгрома и увеличиваешь напряжение по мере того, как ученик в соседней комнате кричит от боли. Но тебе же не о чем беспокоиться, не так ли? Парень в белом халате сказал, что возьмет на себя всю ответственность, так что на самом деле это не твоя вина, если что-то пойдет не так. Эта концепция, известная как деиндивидуализация, и это чертовски скользкая дорожка. Именно по этой причине люди в толпе бунтарей носят маски, солдаты надевают форму, а тролли в интернете прячутся за анонимными аккаунтами. Как только ты почувствуешь, что твои действия нельзя отследить до тебя, то сбросить оковы морали становится пугающе легко. Зимбардо оставил брошенную машину в Бронксе, довольно криминальном районе, и в течение нескольких часов она была разграблена и уничтожена. Но в другом районе, где людей скорее всего узнают, та же самая машина осталась нетронутой, как будто невидимой. Это суровое напоминание о том, что когда покров анонимности опускается, когда ответственность отклоняется или рассеивается, зло находит плодородную почву для роста. Сколько из вас, прячущихся за своими экранами, сделали и сказали что-то, на что никогда не осмелились бы лично, глядя в лицо человеку? Легко спрятаться, легко стать кем-то другим, когда никто не смотрит. Но является ли этот кто-то человеком, с которым вы хотели бы встретиться в зеркале? А еще есть фактор дегуманизации, последний гвоздь в крышку гроба сочувствия. Как вы можете заставить кого-то совершать зверство по отношению к своим собратьям? Да легко. Вы убеждаете их в том, что эти другие на самом деле вообще не люди. Это психологический трюк, который оправдал некоторые из самых ужасных зверств в истории. Зимбардо освещает леденящую душу результаты исследования Альберто Бандуры в Стэнфорде. Студентам было предложено контролировать и наказывать другую группу на основании их решений. Но в чем загвоздка? Людям, выбранным в качестве карателей, рассказали кое-что про одну из групп людей, которых они должны были наказывать. Им рассказали, что люди из этой группы не белые и пушистые, их буквально обесчеловечили. И что вы думаете? Само собой, наказания, применяемые к этой дегуманизированной группе, были гораздо более суровыми, чем те, которые были применены к другой группе людей, которых описывали как понимающих и добрых. Это та же извращенная логика, которая подпитывала нанкинскую резню, когда японские солдаты, видя в китайских мирных жителях недочеловеков, развили в себе невообразимую жестокость. Вам хотелось бы думать, что такого рода дегуманизация относится к далекому прошлому или существует только в сердцах этих других злых людей. Но присмотритесь повнимательнее к своему сегодняшнему. Norėjau taip labai ramiai, paprastai kreiptis į signatarus nepriklausomybės. Į tą patį galbūt Vytauto Landsbergį, kuris yra paskelbtas šiai dienai. Vadovų, ar ne, pirmojų valstybės vadovų, mėly žmonės. Ar jūs bent įsivaizduojat, ką jūs sukūrėt Lietuvoje? Ar bent įsivaizduojat? Ar jūs nesuprantat, ar dabar patys baisitės tuom, ką sukūrėt? Juk jaunajai kartai jūs įdėjot neapykantą ir keršto troškimą iš tikrųjų rytams. Nors be tų rytų nebūtų ir mūsų nepriklausomybės. Bet mesgi ieškom priešo tam, kad suvienyti, ieškojom, kad pateisint savo ir korupcijas, ir kitus dalykus, panašiai taip toliau. Mes sukūrėm pas save kerštų trokštančią tautą. O tas, kas trokšta kerštų, tas visados praktiškai nuo jo ir žūva. Pats sudega savo keršte. Tai yra labai sunki nuodėmė. Ar mes gebėsim iš to išeiti? Ar gebėsim išlysti, jau kita kalba yra. Bet tai yra labai sunki nuodėmė. Nėra šiai dienai tos galios, kuri nebūtų kruvina savo istorijoje. Na, nėra, suprantat? Istorija kuriama krauju. Deja, bet taip yra. Žmonė nemoka kitaip. Na, nemoka. Arba viršui stovi bizūnas labai didelis ir tu bijai, tai štai mes, mūsų žmonės, šiandien mūsų vadovybės bijo. Jie laukia Trumpo kracho. Jie įsivaizduoja, kad Trumpas iš tikrųjų su visa savo arba padus, arba Trumpą kas nors nupils. Na, pirmiausia, nesupranta, kad Trumpą nupylus ateis Vensas.
pagal jų įstatymus yra labai paprastas dalykas. Jeigu prezidentas nebegali eiti savo pareigų, pareigas perima viceprezidentas. Tam jis yra kaip atsarginis saugiklis te. O viceprezidentas yra, geriau nelaukim. Jeigu Trumpas dar žaidžia ten versle panašiai taip toliau, šitas pakankamai palyginus Trampų jaunuolis bus daug griežtesnis ir dar bus daug sunkesnės rankos, negu mes įsivaizduojame. Mano galva, tai mano subjektyvi nuomonė. Liūdna, bet nepavyko Ukrainai sukurti savo nacionalinio elitų. Beje, pas mus taip pat nepavyko. Nacionalinio elito nebuvimas. Kas yra nacionalinis elitas? Tai yra tai, kas, kai tu laikai šitą tvirtovę, kurie tu gimiai, augai šitą žemę, tvirtovę ir tu nesiruoši niekur bėgti. Ir tu žinai, kad reikalinga čia gyventi tavo vaikams ir tavo anūkams. Bet tu čia tada, nesvarbu, kur tu esi aukštai sėdintis, jeigu tu aukštai valdžioje sėdintis ir tu būtent tokį turi požiūrį, taip tu esi nacionalinio elito dalis. Bet jeigu tu manai, kad turi duoti kažkas tai iš šalies, kad mes turime atiduoti dalį suvereniteto, svarbiausia dėl pilvų. Jeigu tu manai kitaip ir panašiai taip toliau, jeigu tu leidai šičia suskilt, atsiras kunigaikštukams kaip Ukrainoje oligarchiniai sistemai, negalėtų būti nacionaliniu elito dalimi. Tu esi jau tokiu atveju tarnaujanti priežiūros, būtent didesnės galios priežiūros elitukas, kuriam pavesta surinkti mokesčius. Ir, sakykim, išlaikyti stabilumą valstybei. Valstybei kabutėse. Kaip mes to nesuprantam? Mes tiesiog paklūstam giluminiai valdžiai, kurie nepastačius yra priežiūros struktūras pas mus. Mes nenorim. Mes su jumis nenorim, pripažinkim. Nenorim mąstyti kitaip, nenorim galvoti kitaip, nenorim veikti kitaip, nenorim pažiūrėti praeities istoriją blaiviom akim ir visiškai teisingai, nenorim pripažinti, kad ir kokia bebūtų istorija. Состоит из нескольких очень важных образов. Глаголить, передавать мудрость. Твердый знак с твердостью. Р. Изрекать разумно и последовательно. Аз, вы знаете, воплощенный Бог. Т, утвержденное свыше, и мягкий знак, связь с уже существующим, богами и некогда сотворенным. И получается, что играть означает передавать завещанную богами и подтвержденную опытом воплощенных на земле богов мудрость. А это уже, согласитесь, не столько развлечение, сколько главная функция жизни, верно? И получается, что с понятием игра актера, игра оркестра, игра света, игра детей, игра в войнушку, деловая и политическая игры, игра природы, игра ума, игра воображения, игра стихий, космическая игра, связанная практически все аспекты нашей жизни. Она как бы пронизана игрой на всех ее уровнях, верно? Вот перед нами опять этот злосчастный камень, но вы видите, и нам опять нужно выбирать, а за ним развилка, и не дай бог мы опять выберем путь за 3-9 земель в 30-е царство, откуда никогда не вернуться. И вот мы уже битый час стоим на этой развилке, выбираем и подсчитываем, и в итоге решаем повернуть обратно. А вот Иван Дурак, самый непостижимый персонаж нашей с вами культуры, вообще не задумывается. И такое впечатление, что ему вообще все равно, по какой дороге идти. Для него все дороги как одна. И вот он уже идет, кряхтя и спотыкаясь, с трудом преодолевая свою чудовищную лень. И знаете, почему он обязательно вернется? Потому что слово «дурак», если разложить его по древним славянским образом, «ду» — 2 и более, «ра» — сияние, свет, «к» — возвращение и привнесение, означает способность мыслить, то есть сиять в 2 и более плоскостях одновременно, соединять все дорожки в одну и, возвращаясь, приносить в систему некогда утраченное.
Итак, дорогие мои, азбуки, веди, глаголь, добро — это, как вы понимаете, не абвагада. Первое — живая вода, второе — мертвая. Понятно, почему иностранцы не понимают наш